А это ВДНХ. Вечером, вот, октябрь месяц. Сегодня у нас какое? 9 октября. Центральный вход на ВДНХ. Вот такая подсветочка. Сейчас у нас 8 час уже. Вон в той стороне метро ВДНХ. Здесь проход. Дождик капал. Вон там колесо новое открыли недавно, в сентябре. Солнце Москвы называется. Самое большое колесо типа в Европе. Но здесь интересно смотреть вот сейчас в это время. Дождик немножко покапывает. Капельки есть. Тут обычно бываешь. А днем, а вот вечером еще не были. Тоже интересная подсветка. Эти барельефы подсвечены. Ну и там вот центральный павильон. Там под ним памятник Ленина. Туда пройдемся еще. Интересные фрески здесь. Ну, рабочие, колхозники, крестьяне. Вот кто создавал промышленность страны раньше. Подсветочка, видите, да, какая интересная. Фундаментально все здесь, конечно, сделано. Очень фундаментально, масштабно. Чувствую себя такой маленькой песчинкой здесь. Опа-на! Как будто бы в храме каком-то. Ну и вот аллея. Вот эта центральная аллея. Интересно сейчас проходить по ней. Кстати, видите, да, отражается. Потому что дождь прошел и сейчас отражается. Интересно, вот так вот. Центральный вход. Уважаемые гости выставки, ВДНХ празднует День работы сельского хозяйства и приглашает вас на туда идем. Ну вот вечером как это центральное здание ВДНХ смотрится. Смотрите, там барельефы, шикарные барельефы. Все-таки мощно. Гербы союзных республик. Герб СССР. Да. Еще подсветочка так играет. Шикарно. Шикарно. Смотрите, а эти вот светильники, да, как оригинально светятся вечером. Какой огненный, как будто колос. Вообще, да? А здесь это здание сбоку. Дождик капает. Горячая кукуруза. Каштаны, яблоки в карамели. Прикольно, да? Такие лампочки интересные. Люди гуляют. Здесь вот ремонт идет. Туда не пройдешь. Где фонтан. А роботостанция. Тоже гигантские такие колонны. Мощно. А этот киоск, смотрите, как светится разными цветами.
Прикольно, да? Здесь тоже вот павильон, интересно. Там за ним это колесо солнца Москвы. Интересно, у них тоже подсветка. Киоск, булочка. С булочками, наверное, да? Точно булочки. Листва, смотрите, видно, нет? В лужах. Все, сейчас опадывает уже осень. Вот еще один фасад. Довольно интересный. Распиши. Мастер-класс для детей и взрослых. Павильон Республика Казахстан. Ну, тут тоже, конечно, вообще здоровски. Тут узор вот такой шикарный. Днем красиво, но не так, конечно, как сейчас вечером с подсветкой. Шедевры ювелирного искусства. Да. Но это Государственный музей Востока. Вот так вот выглядит. Еще один фасад красивый. Статуя. Смотрите, подсветочка какая. Узор-то какой шикарный, а. Ё-моё, Азербайджан. Вот это да. Вот это да. Азербайджан. Да. Вообще непередаваемо, конечно. Сказочная красота. Ну а этот фасад павильон Поволжье. Тоже насколько он красивый. Но он сейчас находится на ремонте. Поэтому не подсвечен. Республика Беларусь. Да. Вот эти колонны почему-то у них не подсвечены. Было бы нормально, бы более красиво, конечно. Что-то, видать, экономят, что ли они. Здесь вот эти вот киоски. Разная булочка, кукуруза. Трудильник, кофе. Музычка такая расслабляющая. А здесь интересная такая вот. Это лакированные, я так смотрю, бахчевые, да, культуры. Или нет? Почему лакированные? Это дождь идет, вот они и блестят разные. Смотрите, какие. Вообще похоже больше, что они какие-то крашеные, что ли. А это что, такая большая, что ли? Московская. Андрей Гусев. Серьезно, что ли? Ё-моё. Точно. Здоровенная какая штуковина. Обалдеть. Ну, это вот такие вот выращивают, а? Неужели, а? Достижение-то, ё-моё. Прикольно, да? А с этой стороны что? Здесь подсветочка хуже тоже. Московская область, все. Видно, да? Надеюсь. Сельское хозяйство. Вот что могут делать. Ну и здесь павильончики продают что-то. А, республики. Удмуртская республика. А, это какая? Вологодская область, Владимирская область. И вот там вот, смотрите, вот идут то, что, видать, выращивают, да? Всякие разные сельскохозяйственные продукты, я так понимаю.
Вот они продают здесь, пожалуйста, медовуху. Можно взять, попить. Ярославская область. Рыбный двор. Астраханская. Вот туда можно ходить еще. Вот тут такие вот композиции, смотрите. Интересные здесь композиции. Торгует Республика Алтай. Вот там, естественно, у них сыры, мед. Нижегородская область. Тут можно очень много времени, я так думаю, провести. Морепродукты на гриле. Воронежская область. Вердовская, Тульская, как это называется. Да, вот так вот все тут выглядит. Дождик мешает. Ух ты, смотрите, а тут лошадь и вот это вот стаги сена, да? Вот такие вот. И здесь лошадка из дерева сделана. Не знаю, как тут вечером передастся. Освещение совсем слабенькое. Надеюсь, что-то получится. А это кто такой? Козел, что ли? Тоже из дерева. Интересно, на этом ВДНХ второй раз дождь идет. То есть такие столики можно здесь покушать, да? Или там купил, то покушал. Ну, конечно, стоять на дожде не очень. И вот мы подходим здесь. Надеюсь, на объектив не накапало. Золотая осень. Такая вот вывеска. Это получается у нас вот эта выставка под таким названием «Золотая осень». Тоже центральное здание «Космос». СССР. Смотрите, а там какой купол. Офигенский купол. Просто офигенский. Сейчас тем более это все в иллюминации, подсветки. Ох, непередаваемо, конечно. Сделать небольшую панорамку. Так вот по кругу. Вот там вот вдалеке Станскинская телебашня. Вот ракета. Восток, да? Восток. Советская ракета. А вы смотрите, давайте поближе к этому павильону подойдем. Глянем. Видно, да, тут звезды. Знаки отличия, да, тружеников народного хозяйства. И надпись «Космос. Механизация, электрификация сельского хозяйства СССР». Да. Еще павильон. Называется «Транспорт СССР». Красиво, красиво. Вертолеты, самолеты. Там даже, смотрите, что-то светится внутри. Интересно, там люди что ли сидят? Там трап есть. Як-42, реактивный самолет. О, подсветочка даже в турбинах. Интересно, да? Вот в той стороне аграрная выставка. Вот уже день на закат, все уже. По сути дела, день закончился, все люди уходят уже. Ну и нам тоже надо уже идти.
А вот это Россия, моя история, переливается, интересно. Вечером все-таки тут как-то по-своему необычно на ВДНХ. Еще дождь, и вот этот бликует необычно. Смотрите. Ракета «Восток». Красавица, да? И под ним вот фонтан должен быть, да? Ну, сейчас здесь водоем. Да. Красота, красота. Самолетик як. И вот эта выставка «Золотая осень», вывеска. И вот если туда идти дальше, то все, уже мы на выход пойдем. Вот тоже центральный павильон. Сейчас здесь выставка славянской письменности, слова. Ну, подсветочка. Тут, кстати, идет ремонт. Вот эти вот статуи крестьян и рабочих. Смотрите, какая высокая вот эта башня. Да, и, конечно, все тут блестит, переливается. Там вот, смотрите, наверху статуи тоже. Музычка ретро играет. Это еще одна бывшая республика. Да, масштаб. Рестам маркет. Но сейчас, конечно, тут уже никто не сидит. А вот этот павильон на ремонте находится. Здесь вот такие высокие, красивые, ажурные беседки, веранды. Они до сих пор, представляете, делают их. Уже поздно, в воскресенье, все равно там работа идет. Даже в воскресенье что-то делают. На велосипедах, да? На самокатах катаются. Так, павильон Карелия 67. Это тут цифра. Терра Футура. Выставка идет. Выставка, игра, где рождаются мечты. Двери такие грандиозные. Армения. Там сверху делают эту какую-то там конструкцию. Так тоже здание внушительно. Тоже внушительно. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Вот это вот. Рисунок панорамный. Он работает. Статуи наверху. Вот так вот все здесь. Ну и вот это вот еще раз здание поснимать. Такая музычка играет. Красивая. Ух ты. Ну, я просто
Просто пройдусь. Вот под эту музыку просто пройдусь и поснимаю. Даже музыку не надо накладывать. Так, все, вышли. Вечернего. Республика Беларусь. Рядом с фонтаном каменный цветок. Такая интересная, конечно, все тут. Так масштабно все. Главный гараж И вечером интересно тоже посмотреть. Тоже интересно посмотреть. Так что все после душника так шикарно дышится. Здесь чистейший воздух. Несмотря на то, что это Москва, но после дождичка воздух очищается. Ну все, выходим. У нас время ограничено сегодня. Надо идти. А, вон там он, кстати, работник и крестьянка. Вот Мосфильм. Засмотрел кто-нибудь кинофильмы. Смотрел, наверное, там вот это памятник известный. Все.